哇，你是不是又加强了？没动呢，还没动。Всего 20 минут достигли, я потратил 377 калорий. Посмотрим, что завтра будет. Итак, второй день после тренировки. Мышцы все-таки парят, но не так сильно, как после реального фитнеса. На самом деле, эта технология существует с 18 века. Ее называют электронные стимуляторы мышцы, EMS. Ее используют в медицинской отрасли как стимуляторы мышцы. Например, для профессиональных спортсменов или для космонавтов. А теперь вот и до нас дошло. Некоторые считают, что это полезным, потому что и во время фитнеса, и во время такой ленивой тренировки учащается сердцебиение. Потом парят мышцы. Пока мышцы сокращаются, сжигаются калории. Ну, насколько она эффективна для увеличения мышечной массы и потери жира? Правда ли, что 20 минут электрофитнеса равны 2 часам в фитнес-зале? Есть ли противопоказания? Официальных ответов нет. На сайте FDA, это такое американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, написано: в настоящее время ни одно устройство EMS не помогло в снижении веса, уменьшении обхвата талии или для получения твердого пресса. Ну, что сказать, это один из видов фитнеса, у него свои плюсы. Экономит время, не надо таскать с собой спортивную форму. Если вы ленивый или у вас нет времени на реальный фитнес, это хорошее решение. Но я все же лучше реальным спортом занимаюсь. Во-первых, это удовольствие не из дешевых. Занятие, в которое я вчера приходил, стоит 500 yuan. А во-вторых, в фитнесе я люблю не только результат, но и его процесс. Это помогает мне переключиться. Как вы думаете, какой способ лучше? Напишите мне, обязательно отвечу как-то.